Учташ, Бешташ, Мирмерша, Кантар – так назывались игры крымско-татарских детей до депортации. В Бахчисарае в этнокомплексе «В гостях у крымских татар» презентовали видеопроект, в котором воссоздали детские игры. Автор идеи – главный редактор детского журнала «Арманчык» Эдие Муслимова. Bu gaye Kırım Tatar balalar da 5 yıl evvel ben peşinden gezmeye başladım. Ve elbette bu 5 yılın içinde kartlar da kalmadı ve çok malumatlar topladım. Ve elbette bize şimdi esas bir malumat aldık. Bu 19. asrın sonunda, 20. asrın başında etnograf Filoninka gelip детские игры крымских татар yazıp kaldı. Ve elbette o bize böyle derslik gibi oldu. Работа над видеопроектом «Крымско-татарские детские игры» длилась более 5 месяцев. Он состоит из 5 мини-фильмов. Перед командой стояла непростая задача – погрузить зрителя в атмосферу довоенного Крыма. Сначала я смотрел на саму игру, как она подходит, не подходит. Когда игра вроде более-менее в голове укладывала, что ее, допустим, можно где-то проиграть, я искал то место, где это возможно сделать. Мы ездили по Крыму, смотрели там, тут. Столкнулись с тем, что очень мало мест, которые были именно аутентичные, именно крымско-татарские. Везде либо современность вылезает, либо в ужасном плачевном состоянии дома находятся. Сложно найти момент, где можно это снять. В каждом мини-фильме авторы уделили большое внимание деталям, показали основные элементы крымско-татарских игр на родном языке, воссоздали костюмы и аксессуары того времени. Мы хотели пойти с режиссером Эдемом, хотели дальше. Мы не просто хотели показать эту игру, а показать немного быт, да? Как детки приходят к этой игре, да? Они же просто так на улицу ни с чего не взялись. Кто-то убежал из дома, кто-то там сделал какой-то яромазлык, да? И вот мы хотели окунуть нашего зрителя сегодняшнего в тот быт, который был до революции, в том, может быть, даже во времена Крымского ханства, чтобы посмотреть, чем занимались наши дети, как они были, во что они играли. Gittim deve yoluna, deve yolu bit bazarda ayuf var. Ayuf beni korkuttu, kulaklarım sarkıttı. Antar mantar çek ayağın kantır. Для юных актеров и их родителей съемки в проекте стали не просто увлекательным путешествием во времени. У каждого героя появилась возможность окунуться в историю своего народа, познакомиться ближе с его культурой. Bu proyekt bizim Osiya yapkan nesillerimizge kıymetli bir proyekt dep sayam. Çünkü milli kıymetliklerге yakınlaştıra balaçıklarımızı oyunlar vasıtasıyla tilge, sevgi. Bakınız çok züleyhalar tabiatta çıkarılgan. Bu demek bizim vatanımızın manzarasına sevgi, o'zaro munosabatlar ve ilahri. Bizler misal bu ssenariyalarını okuganda, şimdi bu videolarını bakanda bizler ağnayımız, ne kadar biz çok bilmey ekenimiz öz milliyetimiz hakkında. Böyle şeyler olgan son zirade biz de bileceğimiz, ballarımız da bilecek. Onun için geleceğimiz inşallah parlak olur. Ben pek beğendim çıkarılmağa bu kinodan. Ben yeni dostlarım taptım. Ben çok dostlarım taptım ve Kırım Tatar dilin çok Kırım Tatar sözlerini bildim. Ve oyunların. Мне больше всего понравилось Мирмерша, так как там надо более активные игры, бегать, прыгать. Гости презентации отметили ценность и значимость проекта «Крымско-татарские детские игры» для возрождения культуры и развития крымских татар. Bu oyunların bizler yaşlıkta pek çok oynayırdık. Pek çok oyunlar bolaydı. Ben köyde doğdum, ben köyde o'sgan balamam ben. Pek yaxshi bilen bu oyunlarını. Bu kadarlık bu meraklı şeyler ki bizler sabahtan akşama kadar azbarda, yollarda
bayırlarda oynayıp yürüyorduk. Endi mına böyle şeyler gösterip balların öz tuğan tilinde, öz tuğan milli oyunlarga tanıştırıp tek balların değil de ya bizim de hatırlattılar. Men olarga bek kıvanam, çarem olsa daha kol tutmak ister edim. Bugünkü zamanda bu bek aktual. Çünkü bizim gençlerimiz, bizim nesillerimiz bugün bek telefon ve gadget, internet bağlantıga o kadar bayılılar, o hastalık. Ve ballarını böyle fiziksel olarak onlarını biraz büyütmek gerek, beslemek gerek. Ve bu oyunlar bu zemanevi zamanda bek gereklidir. Познакомиться с видеопроектом «Детские игры крымских татар» можно на YouTube-канале журнала «Арманчик».